Слава Господу, вечная Яму хвала и подяка, что в этот вечеровый час Бог даровал нам с вами сустреться у церкви, у храме, на святом месте, где читается Святое Письмо Господне, где мы с вами молимся Господу, где просим Его отцовского благословения на наше житие, на служение, где мы кличем Бога и так само просим Его, чтобы Он благословлял нашу землю, наш народ и всех людей, которые живут на этой земле. Але любовь Господня не попиняется только на народе неким одним. Бог хочет, чтобы избавление пришло для всего, для всей земли, для всего света этого. И мы с вами маленькая частинка в этом, и это великое пожалуй Богу и наше с вами счастье, что Бог дал чуть Его святое Слово, что Бог дал хотение, что Бог дал возможность простить, что Бог дал свое благословение, и мы все разом у Его святых ног. Уважаемые дорогие люди, я всех вас витаю именем нашего Господа, Избавителя Иисуса Христа, про кого даровано человеку не только избавление, але и благословение життя на земле. И Он, Творца, по своей творчей силе поклал для человека святые законы и завсюду доказал человеку, как он памятовал, берег их у своем житті, имел наивеликшую коштовность и жадание виконувати их. И Библия каже, и ты тогда, человек, будешь жить, и не только ты, а дети твои, и дети детей твоих. И это тычется у всего на земле. И мы с вами давайте будем спознавать эти законы. Давайте своим життем святить эти законы. Давайте своим життем у Христе вместе и обвещать тем, кто побач, тем, кто на нашем життєвому шляху, тем, кто зустрінеться з нами. И Библия нам об этом каже, и Бог говорит, я буду с вами во все дни життя, во все дни життя и до закінчення веку, за что дякую нашему Богу. И перед тем, как мы с вами будем молиться, я хочу открыть Слово Господне и разом с вами прочитать. И когда мы с вами откроем книгу пророка Даниила, книга пророка Даниила, это будет Старый Заповет, и книга пророка Даниила, и это будет раздел 7, и верш будет 13 и 14. Книга пророка Даниила. Коли у кого есть Библия, это будет сторонка 1106. 1106. Бачив я у ночных уявах, вось з облаками небесними, и шел як бы Сын Человечий, дойшел до спрадвечного днями, и подведены был до Его. Ему дадена улада, слава и царство, каб усе народы, племены и роды служили Ему. Володарство Ягоное, володарство вечное, яно не менется, и царство Ягоное не разборется. Аминь. Мои дорогие братья и сестры, поважаемые люди, так думаю, что все мы с вами дбаем, як найлепей прожить життя, как покинуть некий добрый свет у ім'я Господне. А так само и як бы у ім'я человека на земле. Это тоже сопровождение наше життя. Хочется послужить людям. И послужить людям, как человек имел
у своїм житті таку ось моцну опору життя, щоб наша душа, наше серце бачила життя у пригожості, щоб нашу землю покинув грех, щоб покинуло всяке беззаконня і розбещеність. Як хочеться, щоб земля наша наповнилася любов'ю, добром, поміж людьми, поміж родними, близькими, батьками і дітьми. Як це хочеться. Але Біблія узнімає нас вище. Біблія завсюди казала і каже чоловіку, ви доброго хочеться. Але ведаете, мои поважаемые братья и сестры, поважаемые люди, что сила и правда у Бога. Сам человек по своей природе он вельми слабый. Але коли Бог Духом Святым сходит на человека, и человек живе у тесных отношениях с Богом, Бог может зробить великое и цудовное. И мы с вами прочитали Слово Господне, что настанет такий час, что придет царство, якое будет не от земли, и оно будет с небес, и оно будет настолько мощным, и настолько святым и чистым, что место греху и неправде там не будет. И в этом царстве будут служить народы. И мы с вами прочитали, что все роды, племены, народы будут служить. Так давайте с ума попросим Бога. И не только попросим Бога, а попросим силы Духа Святого в нашем житті, как посеред всех народов земли служил Господу вечно народ Беларуси. Как на нашу землю пришло Его Царство Небесное, а спочатку Царство Божие у сердца человека. И это все про Его святое Слово. Библия каже, что Слово Господне есть соль для життя людей на земле. Слово Господне есть святло для ноги человека. И Библия говорит, Слово это зыдя, и оно пришло на землю, и оно пришло уже 2000 год назад. И это Слово даровано про Христа, это Слово есть Иисус Христос, это Слово стало плотью, и про Сына Божьего, и оно пришло на землю у своей силе и у своей благословении. И мы кажем Господу, Господи, дай же нашему народу, как Ты был царом на нашей землі, как люди усе свои законы, які принимают, усе свое життя звірали по Твоему святому Слову, как усе законы, які принимаются у нашей державе, перед тем, як парламент подпише президент, как у них была хвилинка, не только хвилинка, а дни целые, как он открыл Святое Слово и сказал, Господи, перед тем, як я подпишу, я прошу Тебе, дай мне мудрости. Господи, это Слово, оно отповедает Слову Господа, Слову моему Цару-Збавителю, Небесному Иисусу Христу. Как наш парламент, перед тем, как принимать законы, отходил в молитовный покойчик и мог схилиться на колени и сказать, Господи Боже сил, Тебе кличем и просим Твоего отцовского благословения на нашу працу, потому что это вельми отказано. Але откуль приходит Слово и про скарбу? Сегодня оно даровано нам с вами. И я разом с вами буду просить силы Божьей, как понести это Слово, понести у свой народ, понести его на скрижовании дорог, на улицах, у электрички, понести его там, где зустракаются люди, и свідчить и говорить великим и малым на этой земле, что Бог Святый есть життя и благословение, есть шлях, правда, життя и истина. Аллилуйя Тебе, Господи! И давайте, уставши на наши ноги, призовем Его святое имя небесами. Есть такий народ. Ты даровал нам все то, что тычется народа. И мы хотим, Бог мой, это берегчи.
Хочам прасіць твайго айцоўскага благословення, каб уваскрэсла ўсё тое, што згубілася і можа не па нашай волі. Мы просим и призываем Твое благословенное имя на нашу краину, Боже, на ее урад, Бог мой, на президента краины. Мы просим, Бог мой, Твоей мудрости для кожного из нас и особливо силы Божией, как обвещать Твое Святое Сыну и Духу Святому. Аминь. Прошу вас, коли ласка, присядьте. Аминь. Спяваю, с тобой размовляю, Тебе присвячаю життя своє. Тебе співаю, з тобою розмовляю, Тебе присвячаю життя своє. Опустившись на колени, говорю, тайны сердца я своему Господару. Для Тебя спеваю, Господи, хвалы, со мной Ты, Иисус, завжди справніший. І засюди, Иисус, Тебе служить. Аллилуйя, аллилуйя, я пою, люблю Тебя, Иисус, люблю. Тебе спеваю, с Тобой размовляю, Тебе присвящаю життя своє. Тебе співаю, з Тобою розмовляю, Тебе присвячаю життя своє. Во всім, що ваше серцем я. Тобі тобою розмовляю, Тебе присвячаю життя своє. Царствие воскресший Иисус Христос со своими учениками. Два таких маленьких слова, а як многое не значит, и як много значили яны в той час. Гэта вера, надея, любовь. Гэта счастье, гэта радость безмежная, гэта здоровье. И у нас есть за что славить Иисуса Христа. Славить за это небо, якое блакитное, и здається бездонне. І де б ми з вами не бывали, у яких країнах, а коли поглядиш на наше небо, оно не такое, як усюди. Здається, оно ще пригожейшее, милейшее, тому що оно наше, белорусское небо. Иисус Христос это назвался, Творца, наш воротовальник. И тому так хочется крикнуть всем людям: люди, раскините груди, пустите Иисуса в своє серце, ідіть за Ним по своїм житті. І як легко буде йти з Ним, і ви пойдете по широкой життєвій дорозі, смело пойдете, і ніякі перешкоди вам не будуть страшні на этой дорозі. Иисус Христос, приди до нашего белорусского народа. И Он таки добрый, гостинный. Мы чекаем Тебя, Иисус, чекает Тебе Беларусь, чекает Тебе наш родный город. Приходь до нас, мы с радостью встретим Тебе. И мне хочется прочитать верш «Могутный Боже». Могутный Боже, владарствуй светом, вялісних сонцем і сердц малих, над Белоруссией тихой и ветлой, рассыпь проміння своей хвалы. Дай спору працы, буденной, шерой, на хлеб штоденный, народный край, повагу, силу и велич веры, у нашу правду,
у прышласць дай. Дай урадлівасць жыццёвым нівам, учынкам нашым пашлі ў малот, зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай краіну нашу и наш народ. И верим мы все, что наш народ примет Иисуса Христа, что он пойдет за Иисусом Христом и впустит его в свое маленькое. Нашедшее уратование принесли люди Белоруссии за все провины покаяния. И славно пойдет все исправно, и заквітнее край наш Боже, и загучит, як гимн державный, спев наших душ, могутный Боже наш. Я Господь за хлеб надемный, за месяца святло и ранешний узыход, за свято душею час буденный, за тихий Твой Господь приход. Удячный я Тебе за кровь святую, что Дух Святый теперь в души моей живет, и сердце от святла Твоего ликует. Хвалу Тебе, мой Бог, пяет. Аллилуйя, аллилуйя, уславляю величность Твою. Аллилуйя, аллилуйя, всю пошану Богу отдаю. Аллилуйя, аллилуйя, уславляю величность Твою. Аллилуйя, аллилуйя, всю пошану Богу отдаю. Вдячный я за радость обновления, за то, что с Тобой в молении говорю, схиляюсь в покоре на колени, подяку приняв ту дару. Дивосную, небесную айчину, любовь Твоя мяне користи приготе, а сегодня будь уславлены одними. Хвала Тебе, мой Бог, на день. Аллилуйя, аллилуйя, уславляю величность Твою. Аллилуйя, аллилуйя, всю пошану Богу отдаю. Аллилуйя, аллилуйя, уславляю величность Твою. Аллилуйя, аллилуйя, всю пошану Богу отдаю. Уславляю величность Твою. Аллилуйя, аллилуйя, всю пошану Богу отдаю. Аллилуйя, аллилуйя, уславляю величность Твою. Аллилуйя, аллилуйя, всю пошану Богу отдаю. Миха сказал такие слова: Господи, Ты нас любишь, а Тебе любить, а Тебе любить. Біблія говорить: і ви, які не доживі до таких часов, якого ніколи не бачили, але вірою прийняли, якого любите всім твоїм серцем і всю душою. Того, кого назвали ви своїм спасителем, той, хто перемінив ваше життя, хто дав народження свыше, народження згори, той, хто увоскрасив для нового життя, і неколи не народ, а сьогодні народ, неколи далекий от Бога, а сьогодні близкие Ему, неколи чужие, а сьогодні родные. І поглядите, що робить Христос, якою укладає любов у серце чоловіка, що чоловік починає від всієї своєї душі любити той, хто побач з ним. Приходить любов Господня і переживання за чоловіка, хто близко к
завжди во всякий час, завжди во всякий час, идти по слідах твоїх, идти по житті нести, великое светло твое, любови и добра, любови и добра по слідах твоїх, идти по житті нести, великое светло твое, любови и добра, любови и добра, идти по слідах твоїх, идти по житті Тебе, Господь, служить Тебе, Господь, усе твое життя, идти по слідах твоїх, идти по житті нести, великое светло твое, любови и добра, любови и добра, идти по слідах твоїх, идти по житті нести, великое светло твое, любови и добра, идти по житті нести, великое светло твое, любови и добра, любови и добра, идти по слідах твоїх, идти по житті нести, великое светло твое, любови и добра, любови и добра. Я хотела сегодня прославить имя Господа вершем, який мені був написаний дочка, і я читала послання до Габрею, святого апостола Павла. І воно так кранулося моего сердца, что у меня з'явилися радки вершів. Але спочатку я хотела зачитать некоторые строки з послання до Габрею. Бог, який шмат разов і всякими способами говорив з веку до батьків наших пророків, у опошні дні гэты говорив нам про Сина, якого поставив спадкоємцем усього, праз якого і вяки створив. Гэтый, будучи відблиском слави Ягоной, і образом істоти Ягоной, і тримаючи все словом сили Ягоной, здійснивши собою очищення грехов наших, сил праворуч величи на вышині, будучи настолько досконаливший за анёлов, напольки славнейшее перед ним успадковал имя. И еще с 4 раздела, 12 верша. «Бо Слово Божие, живое и действенное, и вострейшее за любой меч двусечный, и оно проникает до разделения души и духа, с угловом и мозгу, и судит помыслы и намеры сердечные. И нема створения схованного в Его, а все оголено, и открыто пред очима Ягонами, Йому дамо отказ. І ось, маючи першосвятара великого, який пройшов небеси, Ісуса, Сина Божого, будемо твердо триматися віровизнання нашого, бо ми маємо не такого першосвятара, який не мог би спогадати нам у немочах наших, а такого, який, як і ми, досвідчений во всім, окромя грехов. Тому приступаємо за двагою до трона милоти, каб отримати милость і здобути милоту на своєчасову допомогу. І ось, що мені отрималося. Отец Небесный, дякуем Тебе за тое, что, створивши нас, Ты дал нам волю. Ты у радости, у горы и у журбе не покидал свое створение Ты николи. Не дал Ты нам загинуть у грехах, пасти у багну раз и назавсёды, а Сына на збавление нам послал, каб збавить пред Его все народы. Твой Сын не просто милое дитя, яких створяют люди-человеки, а отблеск Твоей славы и Твоего имя, Твоя частинка, даденная нам навеки. Нема створення схованого от Тебе, усё оголено, открыто пред Тобою. Тебе дадим отказ за справи все, які робим под оховою Твоєю. Так будем же триматися вельми твердо, віровизнання нашого завжди, бо маємо першосвятара такого, який, як ми, спокушаний во всім. Тому приступим ми за двагою до трона,
той милоты, что Бог усім дає, каб милость отримать і допомогу у наших немочах, хворобах і журбі. Амінь. Раз поколение памятая, чему люди шукают, скажите, а где вы самое чистенькое, самое светлое? Чему человек імкнеться до этого? Чему его шукає? И не знаходячи знову шукає, и не знаходячи ні знову вздымается и шукає. Потому что душа отчуває, что нечто втратила, и втратила вельми дорогое и каштовное. Але Христос пришел, каб вернуть, каб воскресить життя дати, каб знов і знов тое, що було, одночі даровано нам вернулося. И тому, о человек, о сердце человека, уславляй Господа. И вот теперь будут огромные спевы. А мы с вами, уставшие, будем глядеть на слово, які будут на экране, будем так само славить Бога. Спевать. Слава Ему! Христу навек, от сокрушения в ней час я буду воровать. Христос, ты Бог, избавца мой, я буду повторять. Хвала Христу, хвала Христу, хвала Христу навек. Хвала Христу, хвала Христу, хвала Христу навек. Всім волю виконать твою, и життем своим свету показать, что тебе я, мой Творца, люблю. Научи мене сироти тяжи, голос чудой твой. Научи мене по землі йти, край жаданий за тобой. Научи мене сироти тяжи, голос чудой твой. Научи мене по землі йти, край жаданий за тобой. Лучше войди в присутность своего Господа. Научи мене сироти тяжи, голос чудой твой. Научи мене по землі йти, край жаданий за тобой. Научи мене сироти тяжи, голос чудой твой. Научи мене по землі йти, край жаданий за тобой. Научи мене сироти тяжи, голос чудой твой. Научи мене по землі йти, край жаданий за тобой. Протягни в эту ночь, Иисус мой, я хочу тебе душою. Испытался тихо, любишь ты меня, не по прокам строгим, лаской ты. Хочу разом з усіми людьми, разом з кожним з нас сказати, Христос наш живий. І Он був померлий, але воскрес силою Божою. І Духом Святим у Святую Троїцю зійшов на землю. І Он поміж нами. Аллилуйя! И Он здійсняє правду свою. Слава Ему, хвала Ему, подяка и пошана. Нехай святится имя Твое, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небе, так и на землі. Хлеб наш наземный дай нам на сьогодні, и даруй нам долги наши, як и мы даруем должникам нашим. И не уведи нас у спокусу, а избав нас от злого. Бо Твое есть царство, и сила, и слава, и на веки веков. Аминь.
Аллилуйя. Прими, Господи. Теперь прошу вас, коли ласка, присядьте. Наше Я вам розкажу такий псалом, який ніхто ніколи не чув, мабуть. Навошта бунтують народи і намишляють племени марне? Повстають земні цари і умовляються разом князі супроть Господа і супроть помазанця Ягоного. Порвемте ж їхні кайдани і скинем себе їхні окови. Той, хто живе в небесах, посміється. Господь поганьбить їх. Тоді в гневі своїм, і Он скаже їм, і лютостю своєю їх настрашить. И лютостью своей их настрашить. Я обвящу постанову. Господь сказал мне, ты сын мой, я сегодня тебе спородил. Просил меня, и дам народы успадшему тебе. И владаний твои аж по край земли. Ты побьешь их жезлом железным, потолчешь их, як посуд гончарный. Ты куримские цари, и навучитесь судьи земные. Служите Господу богобоязненно и радуйтесь стремтеннее. Шануйте сына, как он не загневался, и как не загинуть вам у дорозе вашей. Бо гнев его сгорится не в забаве. Час не все, то на его подеется. Так вот я сюда ехал, и над нашим городом была веселка. Я думаю, что вы не чули этот псалом, потому что он на белорусской мове. Я уже сам хожу 8 годов в эту церковь, я не чул этот псалом на белорусской мове. Так вот, я думаю, эту веселку можно сравнить с этой книгой, которая з'явилась на нашей земле. И вот, слава Богу за то, что теперь мы будем чуть Божие Слово. Дорогая, ты сегодня на нашей земле, як птушечки все заспевайте об вечной Христовой любви. Як птушечки все заспевайте об вечной Христовой любви. Опушнив же час на землі, у серцях людських запалите святло добриничей в тіні. У серцях людських запалите святло добрыничей в тени. Голубка, церква дорогая, ты сегодня на нашей земле, як птушечки все заспевайте об вечной Христовой любви. Як птушечки все заспевайте об вечной Христовой любви. Уважаемые братья и сестры, так само все присутные на этом месте, слава и хвала нашему всемогутному Богу. Я удячний сестрі, яка продавала там книги, так само брату, что дали мне эту возможность поделиться тем, что Бог однойче поклал мне на сердце, и вот эти 2 верши я зараз хочу почитать вам. И они относятся до церкви, и мне хотелось, как каждый из нас взяв что-нибудь и для себя подчеркнув би для своего дальнейшего духовного життя и виправив свой накерунок, коли этот накерунок не згодный со словом нашего всемогутного Бога. Первый верш, это на послание Римлянам 8:31. «Коли Бог за нас, кто супроть нас? Коли Бог за нас, хто супроть нас, сьогодні, завтра, праз десятигодді, Біблія дає нам свой отказ, як і жить, і як себе поводить. Коли Бог за нас, хто супроть нас, ми на Бога літость сподяємося, Біблія дає нам свой отказ, і ми з вірою за Христом імкнемся. Коли Бог за нас, хто супроть нас, как меч чистиню в себе и святость, Библия дає нам свой отказ. Бог нам дасть лагодность, стиплость, радость. Коли Бог за нас, хто супроть нас,
бо ми з їм, з плодами Його Духа, Біблія дає нам свой отказ. Коли маєш вушу чуть, де є ухо ягоних. Що він тебе зробив? Не забывай ніколи, як він тебе узлюбив, вивів з грахов няволі. Що він тебе зробив? Благослови Ісуса, грех до крижа прибив, каб ти домов вернувся. Що він тебе зробив? Як ти йому одячив? Ти завжди у славі був, ти завжди Бога бачив. Амінь. Дякую за увагу. Якби тих птушечок, що на Білорусі не знайшли землі милей, чим свой родний край. Колькі щастя і радості ми переживали тут, колькі гора любы край мы пережили, але думки светлые и молитвы щирые мы до Бога як могли за тебе. И не только в брату Христе, а дорогі нам усім человек Юрка Рапецкий. Мы еще перед богослужением на несколько хвилиночек так зустрівшися поговорили. Это уже другий раз менавіта тут у церкві. Його життя, його лёс незвичайний, як незвичайний у кожного чоловіка. Я як бачу його в очі, бачу його в образ, а завсюди мені вспоминається, що служение Господу, переживание перед Господом, молитва перед Богом ніколи не перейде. І хоч так склалося життя, що брат народився зовсім у другій країні і тепер живе, але серцем і душою, зберіг любов до своєї землі, до своїх коренів, до свого Господа і Збавителя. Зберіг усе тое, що зберігає чоловіка, де б він би не знаходився, перед своїм Господом и перед своим народом, за что дякуй Богу, дякуй Господь за кожного человека, дякуй мой вечный Бог за брата Юру Рапецкого, дякуй Господь за это благословение, что люди сегодня пришли послужить и послухать Твое святое Слово. И я прошу, Отче, Твоего отцовского благословения вот на служение братам. Махчима можно его свідчення, хай Бог благословить. А мы с вами повітаємо його, уставши на наш шлях. Прошу вас, брат. Присядьте, И сестры в Христе, уважаемые сябры, я вельми радий знову бути тут серед вас. І мені здається, що тільки вчора я був з вами. А час пройшов, кавалок часу пройшов. І знову Господь дав мені таку, вельми дорогой для моего сердца, час, как побыть с вами, почуть эти песни,
на моей родной мове. Еще так пригоже, коли мы хвалим Господа по-белорусски. Это нечто такое, ну, я так захвалялся, вот. Это такая великая радость для меня. Будучи тут у Беларуси, ну, я ведаю, что, ну, я чую, як мы славим Господа на российской мове, и я не супрыг, это я вельми рад, але коли нечто такое свое, это такая теплиня в моей душе, в моем сердце. И я вдячный вам, что вы славите Бога, вы прославляете Христа, користаючись нашей родной мовой. И нехай Бог добрословить вас в дальнейшем, как еще шмат кто почул Слово Твое Господне и навернулся до Бога, и молился по-белорусски Ему, и хвалил Его на белорусской мове. Я хотел бы трошки рассказать про себя, про свое життя. Як уже было сказано, я в Беларусі не народился, але мои батьки народились в Беларусі. И яны служили Богу тут. Моя мама народилася и жила недалеко от Мучаді, а батька недалеко от Пінська. И яны служили Господу. Ну, тая частка Заходней Беларусі была под Польшей в той час. И были такие проповедники, вестуны, які отведывали, это и вёски белорусские, и проповедовали Слово Господне. И с той причиной мой батька и моя мама почули добровести Иисуса Христа. Яны належали до іншої церкви. И коли яны почули Слово Божие, это было вельми важное. И яны отдали свое сердце. И Бог закрыл их. И они начали служить Господу. Спевали такие песни прославления Богу, Иисусу Христу. И под час войны они познакомились. Когда уже оккупация тут была, и они познакомились. Батько был вельми активным у той час, я пам'ятаю. Я навіть зустрівся з одним чоловіком, який був хрещений. Это, значит, принял святое водное хрещение от моего батьки. И это старалось у месяце червени 43-го года. И в тот час многие люди боялись и не видели, что будет, что сустранит их на завтрашний день. С той причины и они шукали Бога. Больше шукали Бога, чем может сегодня. И здесь так 230 душ приняло святое водное крещение в тот день. И этот брат подходил до меня и сказал: я только хотел сказать, что твой батька крестил меня. И вот я это сдалось. И он живел в Слуцку. Я вдячный Господу Богу, что был такий час. Я вдячний Господу Богу, що Він і до сьогоднішнього дня працює у серцях тих людей, які шукають цього. Він приходить до нас і дає нам все потрібне. Я народився уже в Німеччині. Коли мені було 2 роки, наша сім'я переїхала у Канаду. Я вже пам'ятаю Канаду. Я не пам'ятаю, що я був там у Німеччині зовсім. Але там в Канаде были наши, можно сказать, такие славянские группы верующих. И мы отведывали их. Мы целой семьей спевали гимны, христианские песни и выступали. Мой батько, он завсёды сказал нам: хлопцы, пам'ятайте, что мы белорусы. Мы белорусы. И треба славить Бога на белорусской мове, не только на русской, и на украинской, и на белорусской. И мы спевали и белорусские песни, и российские песни. Хоть я по-украинску не спевал, але, ну, вы ведаете, украинская мова и белорусская, ну, подобная. Я разумею. Але мы отведывали вот такие месяцы. Я хотел бы рассказать вам, как я пришел до Бога. Мне было 10 11 годов.
И як вы тут проводите с вашей молодежью, с вашими детьми такие христианские лагеры, так и я. Был у таким лагерем. И хоть я народился у христианской семьи, я не мог бы сказать в тот час, что я покаялся, что я пришел до Иисуса Христа и запросил Его стать моим особистым избавителем. И я памятую, что у нас были такие группы, мы имели такие отряды, так, где мы разбирались особенно и получали Библию. И это так старалось, что одного разу наш, як сказать, это вожатый, я не ведаю, але який пришел и до меня, и каже мне: Юрка, я зауважаю, что ты ніколи не молишься. А чому ти не молишься? Я сказав, я трошки боюся. А чи ти прийняв Ісуса Христа за свого Збавителя в своєму житті? Я трошки подумав і сказав, ні. Как правду сказать, я пока что этого не зробил. А Юрка, ты не хотел бы вот теперь это зробить? Я сказал, так, я хочу. И он так провел меня. И я сказал такую молитву покаяния и запросил, как Иисус Христос стался моим Избавителем, особистым Избавителем. Это такие радостные дни были для меня. Я вдякую Богу, что этой вожатый подошел в той момент. А ведаете что? Я трошки раз скажу вам далі. Это был такий цікавий час. Коли я відчував эту великую радость, я так само відчував, що Бог неяк закликали меня. А вы пам'ятаєте, что это было у 50-х годах холодной войны, как это звали. И у опошний день, это яны так зробили такий костер, и там куча полен лежала, каля костра. И вот так здарилось, что все эти удельники в этом лагере собрались, все дети, и в тым лику я там был. И директор этого лагеря сказал: многие из вас сустрели Господа, многие из вас отчули новые силы от Господа. Вы имели некое переживание тут, у лагеря. И я хотел бы, как вы выходили и трошки рассказали, так коротенько, Бог закранул ваше сердце. И один стал, другий стал. И перед тем так он сказал: вот тут лежать этой полен. Я хотел бы, как каждый, кто выходил, взял это полено и укинул туда в костер. И чем больше этот полен будет, тем больше этот костер будет расти. И это служит как символ того, что мы будем как одна семья свідчить об нашем Господе. Один встал, сказал свое свідчення и укинул это полено. Другий, третий, я уже не ведаю, яким я был, але я так само отчувал, что Бог говорит о мне. И я устал. Мне 11 годов было в тот час. Але это отчувание, такое мощное отчувание, я верю теперь, и я пришел до виснову, что это был Дух Святый, який дійничав в тот час. Я устал и сказал, что якраз на этом тижні я зустрів Иисуса Христа. И Он теперь мой Избавитель. И я отчуваю великую радость. Але я так само отчуваю, что нет, Господь закликает меня до миссионерского служения. Мне здається, що він кличе мене до такої праці, як я накерувався, значить, у своїй праці до свого народу. А це 55 годи. І знаєте, там ніякого контакту з вами тут не було. А ніяк Бог так повів. І я сказав, я не ведаю. Я не ведаю, яким чином Бог это зробить. Але я ведаю одно, что коли Он дає керунок, Він так само відкриє эту дорогу.
Я взял это полено, положил, покинул. Бог это выгодно. Бог это выгодно. Так як ён повел. І я вельмі вдячний, що тепер сьогодні ось ми маємо гэтую магчимость сустрэцца с братами и сестрами и порадоваться разом усім. И я славлю Бога, что Он так ведет нас. Коли мы сподаемся на Его, и Он ведет нас. Коли Он дает нам некий накерунок, и Он идет перед нами. И Он открывает нам эту дорогу. И мы можем пойти туда, и Он будет с нами. И Он присутничает с нами, коли мы сподаемся на Его. Ну, Господь так і допомог трошки. Я після этого учився, я пройшов канадську систему, школьну систему. Тоді я записався там в університеті, у Скачевані, де я жив у той час, 4 роки я там вчився. Але я у початку думав, може я стану, просто я трошки позабив про це. И я буду наставником здесь. И я там разные курсы по биологии выучал. Але одна частка там была, где там выкладали российскую мову. То я несколько там таких курсов брал. И у 4-й год я зрозумів, що мені треба ще далі в этом керунку пойти. Бо я пам'ятав тоді, що я зробив. Это я обіцяю, що Бог так повел меня. Так я повинен подрихтоваться до этого момента. И с той причины я 1 год так только выучал российскую мову, но там белорусской мовы не было. Там выкладали и российскую мову, и украинскую мову, але белорусской там не было. И после этого еще пару годов я пошел в университет у Альберта, провинция Альберта. 2 года там я прослухал курсы по русской литературе. Я прочитал шмат дореволюционных письменников российских, Тургенева, Толстого, Достоевского и так далее, и так далее. Было вельми приємно, я познайомився з російською мовою. Правда, коли ми були на зустрічах наших, на богослужбах, так завжди ми чули або з російської Біблії читали, або з української. А мало хто, тільки батько, мой тата виходив там, так час от часу сказати білоруське слово. После этого один человек запросил нас, когда я закончил все курсы, запросил нас переехать в Торонто. Это центральная Канада. Я жил у Заходней Канаде, а Торонто это центральная Канада. Бо він належав до одної місії, яка рихтувала радіопередачі, які висилали у Монте-Карло, у інші радіостанції. І, як ви самі ведаєте, що в той час вони доходили до вас. І многие з вас, я думаю, старейшие памятаете этот час. И я пошел так. А знаете что? У Торонто там живет одна пара, мужонка. Это Валентина Пашкевич. И Валентина Пашкевич выкладала белорусскую мову до войны у Пружанах. И будучи там в Канаде, когда она уже, после войны, они переехали в Німеччину, с Німеччини в Канаду, так и як и мы. И будучи там в Канаде, она надрукувала, написала подручник белорусской мовы. И я ей про это просто не ведал. Але Господь так повел, что я познакомился с этой семьей. Это щирая белорусская семья. Уводишь в их хату, и они старенькие теперь. А уводишь, и все эти образы, все эти картины, что на стене, все белорусское. Навіть і бібліотека у господара Пашкевич така багата білоруська. І ось я познайомився, і вона шмат допомогла мені. І я пройшов цей курс, я ходив туди на приватні уроки. І я вельми вдячний за то. Я хотів би тільки вернутися до одного. Значить, коли я був в університеті, ви ведаєте, коли ось чоловік народжається у християнській сім'ї, це одно. И, знаете,
такі часи, коли ми як дитя, хлопчик, дівчинка там, ми приймаємо віру наших батьків. А ведаете, що коли я був в університеті, особливо коли я вивчав біологію, там нам казали, що, знаєте, эволюция, вот это мы повинны принимать, что таким чином развилось життя, все формы життя. І мені треба було передумати це. І я там зустрічався з іншими віруючими, і ми обмірковували це питання. Нема. Бо так вчили в університеті. Ті Бог створив нас, ті і життя, і всі форми життя, ті, це все прийшло у винику еволюції. І я прийшов до висновки, що все ж таки Бог існує. Бог існує. А чому? Може, це запросто, я не ведаю, але мені так здається. Коли я гляджу на цілий світ, коли я гляджу на усі форми життя, коли я гляджу на складанність моего тіла, я тільки можу прийти до одного висновку. Що є великий розум, який створив все це. Ми ведаємо, коли ми глядимо на, скажем, автомашину, так? На авто. Мы ведаем, что там были некие дизайнеры, некие люди, які придумали кожную запчастку. Это, мы могли навіть запчастки эти зробити, і десь там покласти на некую кучу, і нехай там лежить 100 годов, 200 годов, 1000 годов, а після этого было там некое авто, некая машина. Нет. Все это было продумано. И когда мы глядим на наше життя, когда я гляджу на самого себя, як Господь склав моє тіло, на всі эти складаності, я повинен був прийти до одної висновки, що Бог справді існує. На жаль, многие люди про это не думают. Не звертайте увагу на это. И сами, я думаю, не раз так думал, мы появились на свет. Это не наше решение, это было решение наших батьков. И мы тут, мы появились. Я думаю, что каждый человек повинен запитать у себя и подумать над этим, для чего я тут на свете. И як мне треба жить. Хто може отказати на це питання? Хто може отказати? Я вірю. Я прийшов до висновки, що тільки Бог може отказати. Бог творця, який створив цей світ, який створив землю, який створив усі форми життя, і втимлив чоловіка, мене. І він створив мене. І я повинен довідатися об этом Богу. Хто він такий? Чи він відкрився, чи він відкривається нам? І тоді я зрозумів, чому важливо нам читать Слово Божие. И я вельми вдячний Господу, что Он закранул мое сердце, коли я был таким молодым, але коли я трошки постарел, там в университете, я уже вельми серьезно подумал над этим питанием. И вера была не вера моих батьков, а она стала моей верой. Моей верой. И Бог допомог мне прийти до этого. Трошки розкажу про те, що живучи там в Торонті, я належу до згуртування Білорусів Канади. Це шведська група. Вони збираються там у такому будинку, де одна полова – це білоруська автокефальна православна церква. А другая полова – это той зал, где мы збираємося там. И я принимаю удел в этом. Просто шмат людей думають, білорус, то він буде православний або часами католик. А таких, можна сказати, іванських віруючих серед білорусів нема. Я не хотів, щоб люди так думали. І з тієї причини я навіть відчуваю некий заклик від Бога, що я повинен там бути. Не завжди я 100% згоден з тим, що там стараються, але я хотів, щоб
Ну, перш за ўсё, мы думаем пра Беларусь. Мы думаем пра вольную Беларусь. Мы думаем аб тым, як гэта трэба зрабіць. І я малюся, каб Господь в свой час даў вам усё, што патрэбнае. Каб гэта стала багатай краінай. І яна багатая, каб людзі сталі багатымі таксама. І у фізычным жыцці, і ў духовным жыцці. І з тае прычыны мы идем туды. И что я хотел сказать, значит, я вдячный Богу, что мы можем, так я могу, приезжать сюда и вось нават быть тут с вами. Пусть это мое життя трошки, як Господь повел. Мой батько помер у 98-м году, и он мог бы трошки еще жить, он попал в маленькую такую аварию, а Господь его отнял, але он дал мне такое, он сказал: сынок, нам треба нечто робить для белорусского народа. И с той причины мы почали эту раду программу, она называлась «Добрая вестка». И она шла в Монте-Карло 10 годов мы. А тогда у початку, ну, это може было у 91-м, здається, годі, я був тут у Білорусі і дали мені можливість виступати. Там, ви пам'ятаєте, була така програма для віруючих і невіруючих. І спадар Ярмолюк взяв від мене інтерв'ю, і після того він пропонував дати 10 хвилин, і 10, так, 3 годи, чи нечто таке, шла на той передачі. І ваш, у той час, старшиня, так само приймав уділ у гэта, я пам'ятаю, і так само я бігу вельмі вдячний Господу, що було це окна, де ми могли проповідувати першому каналу тут у Білорусі. Сподіваюся, що може колись і знову прийде така можливість. Але що я хотів сказати, будучи там у сортуванні білорусів Канади, там був один святар, это святар той церкви, спадар, Владыка Миколая его звали. И я только коротенько скажу, что он отрымал текст перекладу, значит, это был переклад Нового Заповету от спадара Василя Сёмхи, який живе тут у Менску. И он позвонил мне и кажет, что я маю этот текст, это машинописный текст, и он просить, щоб ми зробили його макет. Чи ви могли це зробити? Бо я не маю часу, сказав Миколай, Владыка Миколай. Я сказав з задовольненням. І з цього все почалося. І ви пам'ятаєте, що в 95-м році вийшов Новий Заповіт, а у минулому році повна Біблія. Я вельми вдячний, що ми могли працювати, співпрацювати з Василем Сьомухом, пошана йому за те, що він зацікавився і серйозно глядів на це. Я трошки допомагав йому у редакції, там пропонував то, все змінити і вводив ці зміни. І я вдячний Господу, що він допомог. На жаль, Владыка Миколай, якраз це вийшло, здається, у травні минулого року. Гэта полная Біблія. А ён пачуў пра гэта, а ў чэрвені мінулага года памёр. І ніколі ён не трымаў гэта у сваіх руках. Я памятаю, аднаго разу я сказаў яму пра то, я пабыўшы тут у вас, я сказаў яму пра гэта, што, значыць, вы чулі, што там уже спадар Сёмуха рыхтуе цэлы текст і прыйшлі у хуткім часе нам. А ён так спыніўся і так падумаў, ён сказаў: я ніколі не ўбачыў поўнай Бібліі ў беларускай мове. І так здарылася, так яно здарылася. Цікава, як Бог вядзе, але што ж, гэта ягоная воля. Але ён прыймаў удзел у гэтым, і мы пераглядалі разам, і ён дапамог нам у гэтым. Вось гэта моя гісторыя, як Бог павёў у маім жыцці. Але я так само, колькі там часу засталося, як час біжить. Давайте прочитаем Слово Божие. Это самое главное.
у житті, каб чуть Божий голос. І що Ён хоче сказати нам? Я хотів би звернути нашу увагу на слово, записанное апостолом Павлом у послании до Ефесян. Первый раздел послания до Ефесян, 3 верш. «Добрословенный Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, что добрословил нас у Христе всяким духовным добрословением у небесах. Бо Он выбрал нас своим перед творением свету, как мы были святые и беспокидные перед Ему любовью, наперед постановивший установить себе нас, праздь Иисуса Христа, поводле уподобания воли Своей, на похвалу славу милоты Своей, якой Он умиловал нас улюбосним, у яким мы маем откупление кровью Егоной, дарование грехов, поводле богатства милоты Егоной, якой Он у великой щедрости дал нам по всякой мудрости и разумении, открывший нам таємницю своей воли, поводе своего уподобания, якой Он загодя поклал им, на здійснення полноты часу, как все небесное, земное, поєднать у Христе. У им мы зробилися спадкоємцами, и были наперед назначены на то згодно с волей того, кто все чинит поводле хотения воли своей, как заслужиться на похвалу славы Егоной нам, які ранее сподівалися на Христа. У им и вы, почувши слово правды, обвещение вашего вырятования и уверовавши в Его, позначены печаткою обетованного Духа Святого, який есть зарука спадщины нашей на откупление доли Егоной, на хвалу славы Егоной. Знаете, в нашем сусідстві живе такая пара, якая детей не могла иметь. Яны, можно сказать, такие типовые канадцы, верующие люди, и яны решили усыновить двух хлопцов. А перший хлопец, он негр, а другие трошки такие, ну, он коричневый, можно сказать. Значит, яны решили усыновить их, зробить их своими сынами. І я зауважу, яку любов вони дають і проявляють цим синам. Вони прийняли їх як своїх синів. І, дякувати Богу, тепер і старіші, і молодіші, вони тепер йдуть слідом за Господом. Вони проявили таку любов, що ці хлопці відчували. Хоч вони самі ведають, що це не їхні батьки, але відчували цю батьківську любов. І це тільки такий маленький приклад того, що Бог зробив для нас. Бо тут говориться якраз об тим, що Бог усиновив нас, удочерив кожну сестру. І Бог тут якраз говорить, які добрословення Він дарував. Тут говорится, что Он выбрал нас у Им, то значит у Христе, перед створением света у пришності. Він знає. Напевно, що ведав, коли він ще і навіть не приступив до цього, але вже ведав, що коли він створить світ і землю, і людей, що прийде той момент, коли люди відступяться від Його, відвергнуться від Його. Він уже це ведав. Понятно, цей план, він хотів прорвати їх. Але він зробив прошення все одно, що треба створити його дар сповідня. Любов доказується тим, що ми виконуємо Божі загады. И без этого мы не могли бы иметь такой возможности показать свою любовь и послухняность. А это значит, что когда Бог дает нам такую возможность, Он дает нам свободный выбор. Свободный выбор. Каждый человек может або выбирать Божий шлях споведения, або не выбирать его. Значит, решение стоит за нами. И Бог, это правда, выбрал нас, але Он выбирает тех людей, які готові принять Його дар споведения. И Он дает нам свободный выбор.
Так само ми читаємо таке місце. Не марудить Господь з виконанням обіцяння, як некоторі лічать це марудливость. Ці ви прийняли Ісуса Христа, ці ви покаялися перед Ним. Бог не хоче, щоб ви просто загинули. И Он хочет, чтобы вы приняли Его век, вы провели Его. Значит, Он установляет нас. Тут апостол Павел так само, вспоминая некоторые добрословения. Вот так говорится в 3 верше, что у кресте мы маем духовные добрословения у небесах. Это значит разом с Иисусом Христом. И Он тут упоминает некоторые из них. Какие Он упоминает? Ну, перш за все, першее добрословение – это то, что Он выбрал нас. У этом уже мы бачим великое добрословение Божье. Як я уже ранее сказал, Он мог бы просто не заполнить того плана, не выгнать его, не здійснить его, а ее нашил, ведаючи, что человек отвергнется от него. И Он все равно выбирает нас на збавление, коли мы готовы пойти Ему навстречу. И тут далее говорится, что Он выбрал нас, как мы были святые и беспохидные перед Ним. Как мы были святые и беспохидные перед Ним. Те мы святые. У наших вчинках те мы святые, те мы непохидные, те мы не безгрешные. Не я. Я ведаю свое сердце. Я ведаю свое сердце. А у этом заключается великое добровестие Божие. Что И Он прислал нам своего Сына. Бог у особе Иисуса Христа учеловечився. И Он сошел на землю и стався подобным кожного з нас. По волі милоти Його, откуплением у Ісуса Христе, якого Бог принес охвяру, умиложать, мы перемагали над грехами в своем житті. И это только душа, яка прийняла Ісуса Христа, это може, а що ми повинні думати об этом? Якою реакцію давати? Перш за все, коли хто ще этого не зробив, ми повинні увірувати в это, прийняти это. Пристосовать это, все, что мы читаем на сторонках Библии, до своего життя. Слово Божие каже, что Бог так полюбил свет, что отдал Сына Своего Единородного. Как каждый, кто верит в Его, не загинул, а имел життя вечное. А часами мы читаем этот верш и думаем, не думай про свет. Ну, свет, это свет. Але каждый из нас впадает в этот свет. Вот так Бог полюбил Юрку. Да? Вот так Бог полюбил Славу, Сашу. Мы можем оставить свое имя там. И Он полюбил тебя. И Он полюбил меня. И когда мы уверуем у Иисуса Христа, и Он обещает нам вечное життя. И это вечное, счастливое вечное життя начинается тут на земле. И когда мы приходим до смерти, нема ничего там страшного. Мы только переходим к побыть нашим Господом. И в том свете там не будет никаких слез, там не будет никаких тяжкостей, там будет только радость, когда мы будем славить Бога. Сегодня мы славили Бога. А у будущей, у прошлости нашей, когда мы будем в небе, у Его ног, так все мы будем разом славить Бога. Это только будет счастливое, вечное життя. Так вот, нам треба уверовать это, принять это, пристосовать это до своего життя. І ми повинні дякувати, славити Бога за все, що Він зробив і робить для кожного з нас. Нам треба так само розповсюджувати цю добру вістку серед тих, з ким ми живемо і бачимося. Чи це буде у нашій сім'ї, чи це буде з нашими сусідами, чи це буде з нашими супрацовниками, де ми працюємо. Там, де ми знаходимося, ми повинні розповсюджувати. Це значить говорити іншим про добру вістку нашего Спасителя Иисуса Христа. Апостол Павел каже, что верники в Ефесе почули проповедование Слова Божьего. Мы тут денниками у евангелизации. Так, есть всякие тяжкости. Не все будут нас приймати, не все будут саджаться с этим. Але нам дадено
проповедовать Слово Господне. А коли кто знаходится еще не отдал свое сердце, зроби это и первый крок. Зроби этот крок, покаяться, сказать Богу, сказать Иисусу Христу, я грешница перед тобой. Даруй мне грехи мои, даруй мне грехи мои. И Бог прийде до тебя, і Он это зробить. Я 100% упевнений в этом, бо шмат хто это зробив і отримали эту радость. Я тільки що був там у Брестській області, і ми якраз закончили наше богослужение, и отвлекали людей до Христа, никто не вышел. Никто не вышел. Спевали пару песен, никто не вышел. А когда эта богослужба закрылась, значит, закончилась, здесь, может, так через хвилин 10, один подошел и кажет, и это уже взрослый человек, и он там высокоодукованный человек, и я осуждающий им, и он физик. И он вышел, во-первых, сказал, знаете что, я хочу сегодня покаяться. И он и жонка верующая, и шмата должен молиться за его. Сегодня я хочу покаяться. Я теперь разумею, что Бога я ніколи не змогу полностью зразуметь. Бо я хотел иметь отказы на все мои питания. Але теперь я разумею, что Бог вышедший за меня. И я открывал наши сердце, наш розум, как мы разумели Его Слово и виконували. У світі нема нічого, абсолютно нічого лепшого за тим, чим бути християнином і вірити у Євангелія. І це дасть нам усяку надію, що нам треба, допомогу. Дух Святий, коли працює, він у віруючим, він допомагає нам, і коли треба покутувати за Христа, він дає нам радість. І це ми не можемо розтлумачити, але це так Бог діє. Нехай Бог благословить кожного з нас, як ми це просто переживали, як ми це знали в своїм житті. Нехай Бог благословить кожного з нас, кожного з вас. І я буду молитися за вас. И коли Господь будет давать мне возможности, так, отвергать вас тут у Бенска. Аминь. Мы с вами молимся несколько минут, подякуем Господу за Его слово до нас, за Его любовь до нас, за Его благословение до нас. И, як хочеться сказати, а у нашому служінні, може, хто хоче покликати Господа. І гляньте, і почуйте, послухайте і почуйте, що каже Бог на нас. А сьогодні, Боже, настає час уже от чоловіка. І ось Твоє слово каже, коли чоловік покличе Тебе.